Вы уже слышали новость? Россия готовит иск в Международный суд ООН, обвиняя страны Балтии в нарушении прав русскоязычных жителей. Судебный процесс может занять годы и стать одним из самых масштабных и дорогостоящих для Латвии, Литвы и Эстонии. Журналисты Рыбалтика, Делфи и ЛРТ выяснили, кто стоит за подготовкой этого дела и какие цели может преследовать Кремль. Сейчас я, Юлиана Шкагала, расскажу вам о результатах расследования. О намерении России обратиться в Международный суд стало известно в 2022 году. Пока российская армия вела войну против Украины, в мае Москва сначала направила протесты всем странам ЕС, заявив, что введенные ими санкции нарушают антидискриминационную конвенцию ООН, а уже осенью того же года Россия сосредоточилась исключительно на странах Балтии. На сегодняшний день известно, к подготовке иска привлечены спецслужбы и пропагандисты со стажем. Москва утверждает, что страны Балтии нарушают антидискриминационную конвенцию ООН, а в проекте иска перечислены несколько претензий. Отказ автоматически предоставлять русским гражданство Латвии после восстановления независимости, сложная процедура натурализации и существование статуса неграждан, снижение статуса русского языка во всех сферах общественной жизни и ликвидация образования на русском языке, стигматизация русских, проживающих в Латвии, и создание образа внутреннего врага. Якобы ухудшение условий жизни для тех, кто не хочет отказываться от своей идентичности, а также давление, вынуждающее их якобы покидать страну. Кроме того, Россия обвиняет страны Балтии в переписывании истории, прославлении нацизма, сносе памятников, проведении мероприятий 16 марта и запрете празднования 9 мая. Все эти темы российские власти используют в своей риторике уже много лет. Международное журналистское расследование показало, подготовкой возможного иска занимаются не только российские юристы, но и лица, которых связывают с российскими спецслужбами. На помощь пригласили также пропагандистов со стажем. Речь идет о пропагандистах Николае Межевиче и Владимире Семендее, которых в России называют экспертами по странам Балтии. По данным расследования, они помогают готовить историческую и политическую аргументацию будущего иска. Mēs esam tikuši pie iekšējiem e-pastiem, kas nav publiski, kas mums parāda, kuru juristu biroju Maskava ir nolīgusi, lai šo prasību sagatavotu. Un tas ir birojs, kas ir ļoti pietuvināts varai. Tajā strādā cilvēki, kuru ģimenes locekļi strādā arī FSB. Un šis advokātu birojs ir arī Krieviju jau pārstāvējis citās tiesās. Tajā pašā arī ANO starptautiskajā tiesā, kad viņi tiesājās ar Ukrainu. Un šajos e-pastos vēl ko mēs redzam ir, kurus cilvēkus uzrunā šis birojs, lai tie palīdzētu sagatavot bāzi šai prasībai. Un tie ir tādi plaši zināmi propagandisti, kas Baltiju un Ukrainu ir nomelnojuši jau gadiem, ja ne gadu desmitiem. В странах Балтии считают, цель России не столько победить в суде, сколько запустить сам процесс. Ведь это часть гибридной войны, которую ведет Россия. При этом опрошенные журналистами эксперты говорят, что шансы стран Балтии одержать победу в этом судебном процессе велики. Krievijai tas nav par uzvaru, tas ir par procesu, par mūsu nomelnošanu, par mūsu reputācijas graušanu, par mūsu resursu šķērdēšanu, dārgi un ilgi mums, viņiem resursi ir krietni vairāk. Tas, ko Satversmes aizsardzības birojas saka, ir, ka Maskava šo tiesvedību varētu izmantot arī kā iegānstu tiešai konfронtācijai ar Балтijas valstīm. И еще важный момент. Защищаться в Международном суде ООН дорого. Для таких процессов нередко привлекают опытных международных юристов. Судебный процесс может годами создавать для России информационный повод, отвлекать ресурсы стран Балтии и использоваться для продвижения российских нарративов на международной арене. Tas, ko man teica eksperti, tie ir miljoni, un tātad tas attiecīgi var kļūt par dārgāko tiesas procesu mūsu vēsturē. Un ne tikai mūsu Igaunijas eksperti saka to pašu, arī Igaunijā tik dārgu tiesas procesu nav bijis, un šie procesi ir laikietilpīgi, no 3 līdz pat 10 gadiem var vilkties.
Интересно, что Россия уже несколько лет готовит почву для иска. Москва настойчиво предлагала странам Балтии переговоры, называя разные места для встреч от Москвы и Минска до Баку и Стамбула. В Латвии считают, что цель этих контактов не в поиске компромисса, а в выполнении формальной процедуры перед обращением в суд. Ведь международная конвенция требует сначала попытаться решить спор дипломатическим путем. Neoficiāli zinām, ka Krievija esot jau sagatavojusi šo prasību līdz ar to, kuru katru dienu tā varētu iesniegt to tiesā. Vai tas tā notiks, es nezinu, bet no Krievijas puses, no Krievijas ārlietu ministrijas puses ir arī bijuši publiski paziņojumi, ka viņi pirmstiesas procesu gatavojas noslēgt līdz šā gada beigām un vērsties tiesā. Attiecīgi, tas varētu būt jau šogad. От себя хочу добавить, очень важно проверять информацию и критически ее оценивать, отличать подтвержденные факты от политических заявлений и пропагандистских нарративов и обращаться к надежным источникам. Один из таких источников – ЛСМ ЛВ. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете, и будем признательны, если вы поставите лайк этому видео. Это важно, чтобы его увидело как можно больше людей.